Добрый день. В эфире 31-го канала «Информбюро». Специальный выпуск, посвященный внеочередным выборам президента. В студии Полина Булава. Сегодня казахстанцы выбирают президента на ближайшие 7 лет. С 7 часов утра по стране начали свою работу более 10 тысяч избирательных участков. 86 из них открыли свои двери на час раньше. Такое решение приняли территориальные комиссии. Правом голоса обладают больше 11 миллионов граждан. Около 3 миллионов наших соотечественников уже сделали свой выбор. Данные о явке избирателей ежечасно в режиме реального времени поступают в Центр избирком. Там работает наш столичный корреспондент Динара Нургалиева. Динара, доброе утро. Каковы цифры к этому часу? Доброе утро, Полина. По статистике прежних президентских выборов, избиратели наиболее активны в первую половину дня. Итак, по официальной информации, Центр избиркома по состоянию на 10:00 часов утра уже успели проголосовать около 24% избирателей. Самыми активными оказались жители Карагандинской области. Там проголосовали чуть больше 32% от населения. Меньше всего явка оказалась в Алматы — 8%. Почти 14% составила явка на избирательных участках в столице. Давайте послушаем члена Центральной избирательной комиссии. В стране проголосовало 23,37% от общего числа избирателей. Это 2 792 962 человека. Проголосовать к этому моменту успели почти все кандидаты в президенты. ЦИК сейчас стал главной информационной площадкой по данным о явке избирателей. Ждем брифинга с участием представителей Министерства иностранных дел. Чуть позже мы узнаем, сколько наших соотечественников проголосовали за пределами Казахстана. Известно, что в 53 иностранных государствах организовано 68 избирательных участков. Они открыты при представительствах нашей страны. Динара, а были ли зафиксированы нарушения на избирательных участках по Казахстану? Нарушений на данный момент не зафиксировано. По стране за правопорядком следят 20 тысяч полицейских, ну а прозрачность проведения президентских выборов контролируют отечественные и зарубежные наблюдатели, а также представители 10 авторитетных международных организаций. Побит новый рекорд. Более 250 иностранных журналистов вместе с нами освещают эти выборы. Сегодняшний день эксперты уже называют историческим ввиду внесения поправок в Конституцию. Казахстанцы выбирают президента на ближайшую семилетку. Еще одно новшество коснулось и бюллетеней. Помимо списка имен кандидатов, там появилась графа «Против всех». Насколько она будет актуальна, узнаем после 8 часов вечера. Полина. Спасибо, Динара. Наши корреспонденты работают на избирательных участках. И сейчас с нами на связи Жамал Габдуллина из Алматы. Доброе утро, Жамал. Как проходит голосование? Здравствуйте. Наша съемочная группа сейчас в гимназии имени Ломоносова по улице Родостовца, 367. А здесь расположен избирательный участок номер 231. Мы на месте с 9 утра. Избирательная комиссия и члены, независимые наблюдатели сейчас работают. Они с 7 утра приступили к своей работе. Члены избирательной комиссии отмечают спокойную и рабочую обстановку. За полчаса до открытия произошло опломбирование избирательных урн, а затем были опечатаны пустые стационарные и переносные урны для голосования. На избирательном участке присутствуют наблюдатели с общественных объединений и партий. Мы отметили, что условия созданы для всех. Есть безбарьерный вход в саму школу на избирательный участок номер 231. Есть и специально оборудованные кабинки для тайного голосования для лиц с ограниченными возможностями. На избирательном участке присутствуют наблюдатели с общественных объединений, наблюдатели доверенным лицам, собственно, нам, как СМИ, и членам избирательной комиссии обеспечена возможность наблюдать за выдачей бюллетеней, за избирательными урнами, за кабинками, за тем, как входят и выходят люди в кабинках для тайного голосования. Члены избирательной комиссии поделились с нами курьезными случаями, когда люди приходят, но не могут найти себя в списках для голосования. Если
голосующий гражданин не может найти в списках. Есть специальная база, где мы вбиваем по ИНу и находим по месту прописки данного гражданина участок, где он может пройти и проголосовать. Также в этом году ввели новшество: если гражданин не прописан, не зарегистрирован, для них открыты специальные участки, где человек может пройти, прописаться на один день и проголосовать. Полина, это все данные, что я имею на сегодняшний час. И здесь мне подсказывают члены избирательной комиссии, вот, что на данную минуту проголосовало уже ровно 100 человек. На этом у меня все. Полина. Спасибо, Жамал. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал появление в стране сразу нескольких партий, в том числе оппозиционных. Голосуя на избирательном участке номер 59 во дворце школьников в Астане, Токаев отметил, что сейчас идет процесс регистрации новых партий. И если они выполнят надлежащие условия, прописанные в законодательстве, то зарегистрируются еще до начала парламентских выборов. Для этого созданы все благоприятные условия. Кроме того, действующий президент обратил внимание на то, что нужно продолжать политические реформы, иначе будет застой. А что касается сроков проведения парламентских выборов, Токаев сообщил, что в конце года он сделает специальное заявление. При этом правительство останется работать, но точечные изменения в его составе произойдут. С момента открытия избирательных участков проголосовали 4 из 6 кандидатов в президенты Казахстана. Все они сделали выбор в избирательных участках Астаны. Еляман Раймбеков расскажет в подробностях. Самым первым из кандидатов на пост президента проголосовал Жигули Дайрабаев. Он прибыл на 396-й избирательный участок в Астане вместе с семьей. Также уже сделал выбор кандидат от партии ОСДП Нурлан Ауизбаев в Астане на участке номер 393. Настроение у нас хорошее. Сегодня я пришел на свой избирательный участок, как гражданин республики, исполнить свой гражданский долг, проголосовать. Свой выбор отдала и Каракат Абден. Кандидат от Национального альянса профессиональных социальных работников проголосовала вместе с родителями в Астане на участке номер 135. Таким образом, включая Касым-Жомарта Токаева, уже проголосовали 4 из 6 кандидатов. Как отметили представители Салтана Турсынбекова и Мирама Кажикена, они проголосуют в ближайшее время. Также сделали свой выбор крупные политические фигуры Казахстана. Государственный советник Ерлан Карим подчеркнул, что эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Я знаю, что сегодня у людей в обществе есть ожидание новых позитивных перемен. Я думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям. На 111-м избирательном участке Астаны вместе с жителями проголосовал и спикер Сената Маулен Ашимбаев. В этом же месте, которое находится в Национальной библиотеке, поставил галочку в бюллетене Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана. Он подчеркнул, что проголосовал за сильный и справедливый Казахстан. Схожее заявление сделал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Он был замечен на 110-м избирательном участке, расположенном в здании национальной компании «Казахстан Темиржола». Настроение очень хорошее, праздничное. Сегодня я проголосовал за будущее нашей страны. Каждый гражданин, я думаю, должен проголосовать сегодня, отдать свой голос, сделать свой выбор. Выбор за свое будущее, за будущее своих детей и своей страны. Голосуют и военные Казахстана. Как отметил министр обороны Руслан Рахсылыков, идет голосование на 20 избирательных участках на территории воинских частей и учреждений, солдат срочной службы и курсантов. Сам он один из первых отдал свой голос и плюс спел гимн Казахстана. Еляман Раймбеков, Информбюро. Голосуют казахстанцы в стенах медучреждений. Такие объекты наравне с воинскими частями, санаториями и следственными изоляторами относятся к местам временного пребывания. И на 47 таких избирательных участках по стране начали голосовать уже в 6 утра. Бюллетени выдает один член нашей комиссии, 2 других члена комиссии, они с переносными урнами уже работают сейчас по подразделениям. И по времени каждое отделение, ответственные за доставку наших, так будем говорить, пациентов на избирательный участок, по времени подходят и
У нас все идет по плану. В больницах, пожалуй, самые дисциплинированные избиратели. Сразу после процедур пациенты отправляются на участок. К примеру, в Костанайской областной больнице в голосовании принимает участие 420 избирателей. Относятся сюда и другие медучреждения, куда будут выезжать с урной для голосования. Один из самых известных голосующих здесь – Сайлау Ацаутпаев. Мужчине недавно провели уникальную операцию. Его спасли врачи от тромбоэмболии легочной артерии. Такого пациента оперировали впервые. Сейчас он уже идет на поправку и даже в больнице решил не нарушать традицию. Он не пропускает ни одни выборы. Обязывает его и имя – Сайлау. Выборы это будущее Казахстана. Это будущее моих детей, это будущее моих внуков. Я обязан за это голосовать. Ну и, как вам сказать, у меня имя Сайлау, потому что в честь дня выборов меня еще в 1957 году дали имя Сайлау. Долгожители Шымкента голосуют на выборах. Роза Шемирова родилась в 1920 году. Сейчас женщине 102 года. Говорит, принимала участие на всех выборах президента Казахстана. И в этот раз пришла отдать свой голос. На избирательный участок пенсионерка пришла с родственниками. Роза Апай могла бы проголосовать и дома. Но, по словам родных бабушки, для своих лет она очень активная и решила прийти на избирательный участок сама. У женщины 5 детей, 25 внуков и 35 правнуков. Говорит, для нее отдать свой голос значит выбрать лучшее будущее для страны и своей семьи. Мы такое поколение, которое не стареет. Мы много трудились, возможно, поэтому так долго прожили. Я считаю, что долг каждого отдать свой голос на выборах. Надеюсь, будущий президент поможет простым людям, снизит цены на жилье и продукты. Всего в Шымкенте проживают 4 дедушек и бабушек, кто пережил столетний рубеж. Все они могут прийти и отдать свой голос на избирательных участках. А к тем, кто по состоянию здоровья не может этого сделать, члены избирательной комиссии принесут урны для голосования на дом. До 12 часов дня в ЦИКе собирают заявки. Угощают и вручают памятные подарки избирателям в Восточном Казахстане. Всего здесь проголосуют 500 тысяч человек. Открыто 537 избирательных участков. В Усть-Каменогорске сегодня с утра снегопад, но несмотря на непогоду, горожане идут на выборы. На некоторых участках проводятся конкурсы, акции, вручаются памятные подарки. Организованы торговля продуктами питания по социальным ценам и угощения. Избирателям предлагают баурсаки и чай с конфетами. Пришла голосовать, сделала свой выбор. Я приехала в Усть-Каменогорск к сыну на присягу. Заранее взяла открепление, чтобы здесь воспользоваться своим правом и проголосовать. Я считаю, что голосовать обязательно нужно, потому что это наш гражданский долг. И мы участвуем все-таки как-никак. Как некоторые говорят, за нас все уже решено. Я думаю, что нет, наше слово должно быть сказано. Я проголосовала за того, кого я хочу. 31 канал заказал независимое исследование «Экзит-пол» Институту комплексных социальных исследований Астана. На выходе с избирательных участков по всему Казахстану интервьюеры будут опрашивать граждан о том, за кого они проголосовали. Предварительные результаты опроса мы представим в прямом эфире сегодня в 24:00. Ну а следующий специальный выпуск, посвященный внеочередным выборам президента, смотрите сегодня в 14:00.